Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В преддверии старта соревнований WorldSkills в Шанхае в 2022 году на базе Международного центра FutureSkills НЕФУ Северо-Восточного федерального университета будет создан национальный штаб по аддитивным технологиям. Что это такое и что даст это университету и в целом движению WorldSkills в Якутии, мы спросим у менеджера компетенции аддитивные технологии Алексея Рекута. Он находится в Якутске, чтобы оценить готовность вуза выступить в качестве штаба мирового уровня. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. В начале разговора давайте расскажем нашим телезрителям, что же такое все-таки аддитивные технологии. Я думаю, что мало уже кто не слышал про существование 3D-печати, наиболее часто употребимые, так сказать, синоним аддитивных технологий – это именно 3D-печать. То есть создание объекта, создание готового изделия не традиционными для нас абстрактивными средствами, когда мы срезаем лишний материал, а наращиванием материала слой за слоем и получение готового объекта. В принципе, это несложно себе представить, поскольку каждый представляет кирпичное строительство, когда слой за слоем, кирпичик за кирпичиком мы получаем готовое здание. Вот таким же образом может строиться готовый объект. Это, собственно, основа аддитивных технологий. Они могут быть довольно разными и по физике процесса, и по сути процесса, но так или иначе у них есть одно общее. Мы сначала имеем материал бесформенный, но в процессе применения технологий получаем готовый объект, не используя лишнего материала. Как бы вы оценили готовность FutureSkills НЕФУ заниматься развитием компетенций аддитивной технологии в России и в мире? Относительно мира мне сложно судить. А по поводу России могу сказать, что университет Амосова практически с первых шагов развития компетенции в России участвовал в нашей компетенции. По этой причине это, так сказать, один из сформировавшихся центров подготовки потенциальных конкурсантов. Какие, по-вашему, перспективы открывает создание штаба развития аддитивных технологий среди вузов в республике для страны и мира, и в частности для нашей Якутии? Знаете, мне кажется, что Якутия – это как раз та страна или то место, где, пожалуй, имеет смысл говорить о развитии именно такого рода технологий, да и вообще об образовании. Дело в том, что у вас самой природой, что ли, сформирован такой функционально-рациональный подход к развитию чего бы то ни было. Дело в том, что аддитивные технологии в настоящий момент в своем развитии переживают довольно сложный этап. Долгое время они развивались благодаря привлечению большого количества, так сказать, суперноваторов, людей, которые склонны применять все новое, неожиданное, а среди этих людей достаточно большое количество людей творческих. По этой причине одно из направлений применения аддитивных технологий был прежде всего дизайн. Кроме того, аддитивные технологии очень широко с первых дней своего существования применялись в аэрокосмосе и медицине в силу своей специфики. Импланты, очень легкие детальки, все это прекрасно внедрялось, но область применения аддитивных технологий гораздо шире. Вместе с тем в обществе, не в последнюю очередь, благодаря не совсем правильной трактовке со стороны журналистов, сформировалась устоявшаяся точка зрения, что аддитивные технологии – это то, что применяется широко в медицине, в аэрокосмосе и для всяких дизайнерских штучек. Больше это нигде не требуется. В силу того, что в Якутии самой природой сформировано отношение прежде всего рациональное, я думаю, что и через образование, так сказать, через процесс образования, который идет в университете Амосова, можно будет донести до большого количества потенциальных потребителей технологии
то, что она имеет гораздо более широкие возможности по использованию, чем просто дизайн или аэрокосмическое медицинское направление. Ваше мнение как эксперта, на что стоит обратить внимание в развитии данной компетенции? Ну, прежде всего стоит обратить внимание на то, о чем я сейчас сказал. Дело в том, что технология может применяться прежде всего и, я бы сказал, наиболее активно внедряется там, где требуются инструменты, какие-то уникальные новые инструменты, или там, где требуется ремонт или переделка существующих объектов, существующих проектов, существующих деталей. Вот понимание специфики аддитивных технологий, то, что они позволяют на многие окружающие нас объекты взглянуть иначе, сделать их более удобными, более, что ли, отвечающими требованиям использования. Вот это является важным элементом, и специалист, который учится этому, он должен это осознавать. Я очень часто нашим студентам привожу пример, который достаточно внятно характеризует подготовительную стадию, собственно, не форму образования, а подготовку проекта для аддитивных технологий. Дело в том, что в аддитивных технологиях очень много реверсивного инжиниринга, что обусловлено тем, уже сказано, о чем я уже говорил, что аддитивные технологии позволяют переосмыслить многие проекты, многие объекты, которые нас окружают, и сделать их лучше, удобнее, качественнее. Вот специфика состоит в том, что меняется сам подход к проектированию. Он больше напоминает подход хирурга-травматолога, если угодно. То есть мы берем старый объект и с применением новых технологий позволяем продлить его жизнь и сделать ее более функциональной, более удобной для пользователя. Очень интересное совпадение. Future Skills НИФУ создает франшизу для экспорта образовательных технологий на внешний рынок образования. Что вы думаете об этой инициативе? Я думаю, что очень хорошая инициатива, очень интересная. Дело в том, что это, я бы сказал, что это общая проблема аддитивных технологий. Если посетить, скажем, выставку во Франкфурте, FormNext, наиболее, так сказать, авторитетная выставка в области аддитивных технологий в мире, то мы увидим, что на выставке превалирует та же ситуация, о которой я только что сказал, что наибольшее представление имеет либо объекты дизайнерского направления, либо аэрокосмоса, либо медицины, что несколько ограничивает возможности развития аддитивных технологий на сегодняшний момент. И появление некого ядра, которое будет формировать иную точку зрения и эту точку зрения транслировать, которая позволит менять взгляд лиц, принимающих решения, таких как главные инженеры, руководители предприятий, относительно возможности применения аддитивных технологий. Вот появление такого ядра, на мой взгляд, крайне важно, потому что лучше всего, если оно появится именно в образовательном учреждении, и лучше, если оно появится в образовательном учреждении с таким вот функционально-рациональным подходом к применению чего бы то ни было. Расскажите, какие планируются совместные проекты с Северо-Восточным федеральным университетом? Дело в том, что вот проекты планируются, но говорить о планируемом проекте довольно тяжело, пока он вот не стартовал и не появились первые шаги. Мне очень, я ощущаю некоторый риск, и мне бы хотелось по возможности избежать этого вопроса на сегодняшний момент.
Проекты будут интересные, зрелищные, они привлекут много внимания, и вы, несомненно, о них узнаете. Но в настоящий момент я бы остерегся их анонсировать. Хорошо, договорились, расскажете чуть позже. За последние 2 года команда Международного центра Гоголева усилила компетенции Северо-Восточного федерального университета в цифровом инжиниринге. Есть и признание вендоров, и промышленности, в том числе военно-промышленного комплекса. На ваш взгляд, правильно ли команда движется? Да, безусловно. Несмотря на то, что от Федерального университета Амосова давно не было призеров в наших чемпионатах, это вовсе не говорит о том, что конкурсанты от этого университета подготовлены слабо. На самом деле это просто говорит об очень высоком уровне подготовки общем. И что интересно, что конкурсанты от Федерального университета Амосова всегда находят, как бы сказать, скрытые хитрости, скрытые ошибки в конкурсных заданиях наших чемпионатов. Ну, надо понимать, что наши чемпионаты – это прежде всего спорт, здесь есть элемент везения. Вот я отношу отсутствие призовых мест именно к элементу везения. Но вместе с тем специалисты подготовлены очень хорошо и именно в правильном направлении, я бы сказал. Да. А как бы вы оценили готовность Северо-Восточного федерального университета для так называемого технологического скачка? Ой, вот тоже не могу сказать, что это вопрос по адресу. Дело в том, что я знаком только со своей областью, причем это довольно узкая область, связанная с аддитивными технологиями и реверсивным инжинирингом. Что касается моей области, да, несомненно, университет готов. И здесь нас ждет много интересного и нового. Но я так полагаю, что деятельность университета не ограничивается исключительно аддитивными технологиями, реверсивным инжинирингом и исследованиями в этой области. Поэтому, к сожалению, не могу сказать о именно технологическом, таком общем технологическом скачке. Да, в нашей области большой потенциал, но в аддитивных технологиях этого скачка в ближайшее время не ожидается. Они сами по себе являются скачком. Поэтому говорить вот о том, что будет какой-то еще другой скачок, я, к сожалению, пока не могу. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы, и всего вам доброго. Да, огромное спасибо вам, что пригласили. Удачи. Это была программа «Актуальное интервью». О создании национального штаба по аддитивным технологиям нам рассказал менеджер компетенций аддитивной технологии Алексей Рекут. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.